после музыки я чувствовала себя как после настоящего отравления. Тошнота, рвота и сильнейшая головная боль. Мысль о том, что музыкой можно отравиться, поначалу казалась ей абсурдной, говорит главный редактор мусульманского журнала Гульбика Хайрельварина. Рассказывает, в Уфе посетила выставку современного искусства. На мероприятии звучала очень странная музыка. Тянущаяся, занудная, такая вот депрессивная музыка. У меня были все симптомы отравления. Головная боль, тошнота, рвота. Вы представляете? Ничего такого я не ела. То есть ела то, что ели, соответственно, домочадцы. То, что подобное возможно, доказывают современные научные исследования. Музыка, звуки вполне способны влиять и на психику, и на физиологию человека. Здесь, в Республиканском клиническом центре психотерапии, изучают воздействие звуковой среды на головной мозг. В одном из экспериментов принимает участие наша съемочная группа. Специальный аппарат, энцефалограф, фиксирует реакцию мозга на различные направления музыки, например, классику, рок, джаз, этно. Прямо сейчас я прослушаю несколько звуковых фрагментов, а аппарат запишет то, как отреагирует на них мой головной мозг. На экране отобразятся особые волны, это амплитудно-частотные характеристики различных отделов головного мозга. Доктор медицинских наук, профессор Рустем Ахмадеев фиксирует результаты, и они впечатляют. На Бетховена и Баха организм отвечает слаженной работой нервной системы. Говорит о хорошей синхронности, о хорошем согласовании нервных процессов именно в лобных отделах, которые отвечают за высшие нервно-психические функции. А вот под воздействием фрагмента хард-рока датчики фиксируют стрессовые реакции. Мозг начинает как бы гореть. Можно сказать, весь мозг горит, пылает. А это под воздействием чего? Heavy metal, AC/DC. Это говорит о процессах рассогласования. В центральной нервной системе мозг находится в состоянии некого шока. По словам ученых, звуки могут стать для человека лекарством или ядом, причем в буквальном смысле. Музыка способна, например, менять частоту пульса, понижать или повышать артериальное давление, провоцировать выработку гормонов радости, эндорфинов или, наоборот, гормонов стресса. Существует целое направление в медицине – музыкотерапия, и оно доказало свою эффективность во всем мире. Звук «О» мы активизируем работу поджелудочной железы. Установлено, что все внутренние органы человека работают с определенной частотой. Звуковые волны способны воздействовать на них, вступая в резонанс. Голос – это уникальный музыкальный инструмент, который человеку дан с самой природы. И когда мы пользуемся голосом, когда мы поем, шепчем, читаем, идет вибрация звука в организме. Она определенным образом воздействует на важные органы. Схожим образом на организм воздействует и смех, и это тоже один из видов терапии. Смех позволяет организму выработать огромное количество эндорфинов, которые обладают выраженным обезболивающим эффектом. В ряде клиник, в том числе онкологических клиник, за рубежом используется смехотерапия для того, чтобы снизить, например, дозы обезболивающих препаратов, наркотических в том числе. Матвей Бурмистров впервые услышал звуки курая в 6-летнем возрасте. Говорит, до сих пор помнит мурашки по всему телу. Прибежав домой, мальчик убедил маму, что хочет играть так же. Мама согласилась и не пожалела. Ребенок страдал хроническим бронхитом, но в процессе обучения полностью избавился от своего недуга. С бронхами у меня проблем нету уже очень давно. Вначале трудно было очень долгие ноты какие-то делать. Игре на курае Матвея обучала Галина Сват, профессиональный преподаватель, лауреат международных конкурсов. Она уверена, что у звучания этого природного инструмента есть особая терапевтическая сила. Человеческое тело для курая является резонатором, как для гитары, для струн гитары корпус, или для скрипки его корпус. То же самое для курая является человек. По словам Галины, Матвей был далеко не единственным ее учеником, которого излечила игра на курае. Испытать этот эффект она решила на себе, применив вполне научный подход. В течение месяца женщина ежедневно измеряла и записывала свое артериальное давление, температуру и уровень кислорода в крови до и после игры на курае. Удивительно, но каждый раз после 15-минутного занятия показатели приходили в норму. Кровь насыщается кислородом, стабилизируется артериальное давление.
Специально для нас Галина проводит еще один уникальный эксперимент с кураем. В 2 стакана насыпается одинаковое количество зерен пшеницы и заливается водой. Один уносит в соседнюю комнату, над вторым звучат живые звуки курая. Результат, который был зафиксирован спустя несколько дней, превзошел все наши ожидания. В стакане номер 1 пшеницы, которую слышала курай, ростки в 2 раза выше, зеленее. Влияние музыки на протоплазму растений запечатлели еще советские ученые. Это кадры из документального фильма 1962 года. Музыканты играют над микроскопом в лаборатории. Невероятно, но под звуки музыки движение протоплазмы ускоряется. Моцарта, Бетховена и Вивальди слушают даже коровы на ферме в деревне Шаймуратово Кармаскалинского района. И подобный прием используется на многих сельхозпредприятиях. Доказано, что животные становятся более продуктивными в комфортных условиях. Музыка благоприятно действует на продуктивность коровы. Мы уже зарядились татарской, башкирской музыкой. Обязательно попробуем курай и, я думаю, какой-то анализ проведем. Японский ученый Эмото Масару доказал, что музыка способна влиять даже на воду. Опытные образцы подвергались воздействию тех или иных звуков, затем стремительно замораживались. И вот какую форму приобретали кристаллы. В воде дали прослушать лунную сонату. Музыку Вивальди. Тяжелый рок. Это кажется магией, но на самом деле это просто жестяной лист, манная крупа и звук определенной частоты. Фигуры хладни, так их назвали в честь немецкого ученого, открывшего это явление еще в XVIII веке. Мы с вами сейчас сделали то, чего не может быть. Мы увидели звук. Форма звуковой волны, которую мы создали в металлической пластине, была отображена посторонним предметом, который тут появился – манная крупа. Небольшой опыт мы решаем провести и собственными силами. В ходе эксперимента мы пускаем воду через шланг, который приклеен к динамику аудиоколонки. Затем включаем генератор звуковых частот на 25 Гц. Столько же 25 кадров в секунду снимает наша видеокамера. Как звук меняет движение воды, человеческому глазу не видно. Однако через объектив видеокамеры это зрелище становится поистине завораживающим. Это так называемый стробоскопический эффект, когда частота звука синхронизируется с частотой кадров видеосъемки. Современные исследования установили, что на человека воздействуют даже звуки вне зоны слышимости. Наше ухо различает частоты от 20 до 20 тысяч Гц. Все, что выше, это ультразвук, ниже инфразвук. Ни то, ни другое человек не слышит, но при этом воздействие этих волн на мозг колоссальное. Если инфразвук очень высокой интенсивности, он может убить. То, что ухо не слышит, это еще не значит, что нет воздействия на организм. Вот эти вибрации, они в итоге могут разрушить клеточные мембраны. Мозг человека работает как раз на уровне сверхнизких инфразвуковых частот. Фиксирует 4 основных биоритма. Дельта-волны – это уровень бессознательного, тета-волны – сон, медитация, альфа-волны – релаксация, отдых и бета-волны – активное состояние. Если звук ненадолго совпадает с волнами мозга, это вызывает благоприятный эффект. На нем основана работа так называемых майнд-машин, которые сейчас установлены во всех исправительных колониях республики. Вот эти волны, они вызывают определенные состояния. Либо состояние бодрствования, либо состояние отдыха. Однако длительное воздействие сверхнизких частот способно вызывать панику и галлюцинации. А если звук находится в пределах до 2 Гц, он напрямую влияет на подсознание. В таком случае человеку можно внушить почти все, что угодно. Этим занимался, например, известный академик Игорь Смирнов, которого еще называют отцом психотронного оружия. Горловое пение существует у многих восточных народов. Оно способно вызывать особые вибрации не только в теле исполнителя, но и в пространстве вокруг, говорит Светлана Хабирова, преподаватель музыкальной психологии в Уфимском институте искусств. Рассказывает, подобное выступление одного башкирского артиста она запомнила на всю жизнь. Он попросил людей, сидящих на первом ряду, удалиться подальше. Вот, все ушли, кроме одной женщины, которая как бы сказала, что ничего страшного, я буду здесь сидеть и я буду слушать. Вот. Как только этот звук появился, у него вот этот рокот, вот, у нее ей сразу стало плохо с сердцем. То есть сердечный приступ, скорая помощь, ее на носилках унесли.
Ученые установили, что занятия музыкой, начатые в детстве, активизируют работу мозга, улучшают качество нейронной сети и в дальнейшем положительно влияют на его состояние в пожилом возрасте. Ильшат Муслимов – первая скрипка Национального симфонического оркестра. Признается, в детстве не понимал значения музыки и после занятий катался с горы на футляре. Теперь же вдохновение может лишить его сна и отдыха, а исполнение на сцене вызывает у зрителей в зале слезы. Музыка, занятие музыкой – это своего рода ступень. Я не говорю, что все музыканты – это особая каста, но тем не менее, это определенная ступень духовного человеческого развития. Статистика, которую привел российский министр культуры. В подростковых колониях нет ни одного преступника с музыкальным образованием. Даже если ребенок обучается года 2-3, то есть совсем мало, он уже не нарушает закон. То есть прописывается внутри некий нравственный закон, который не позволяет переступить нечто. Руслан Исхаков – плотник по профессии. До того, как попал в тюрьму, не имел ничего общего с музыкой. Впервые к клавишам прикоснулся здесь. И все, что он сейчас играет, сочиняет сам, на слух. И в это поначалу даже не верится. Причем играет 7 пальцами, на 3 перебиты сухожилия. Говорит, как только сделал первые аккорды, будто начал другую жизнь. Бросил курить и занялся спортом. Мне с детства надо было, наверное, в музыкальную школу куда-нибудь идти. Может быть, и жизнь сложилась бы иначе? Да, может быть. Возможно, с криминалом бы не связался. Занятия музыкой, по словам искусствоведов, формируют особое, объемное восприятие мира. Это нужно прежде всего для получения эмоциональных знаний. Музыка учит сострадать, разделять чужую боль. Без этого человек неполноценен. Он ущербен, он, в общем, к сожалению, он калека. Если человек не чувствует музыки, Шекспир сказал, что кто холоден в гармонии прекрасной, такого человека берегись, он может быть предателем и лжецом. Формирование музыкального вкуса начинается еще в утробе, считает кандидат медицинских наук Ильдар Зайнуллин. Эмбрион воспринимает звуки уже с 5-го месяца, и они значительно влияют на формирование головного мозга. А хор беременных – это какая-то особая энергетика, которую сложно описать словами. Когда он родится, я ему буду напевать эти же песенки, он будет помнить то ощущение, которое было у него в животике. Сейчас, мне кажется, даже он подтанцовывал мне, когда я пела в хоре. Цели же нету воспитать из ребенка музыканта. Цель совсем другая, чтобы ребенок был эмоционально раскрепощен. Сейчас очень популярное слово эмоциональный интеллект, да? Чтобы ребенок, когда родителям хорошо или когда родителям плохо, мимо не прошел. Чтобы он действительно обнял, поцеловал, да, и соучаствовал в этих эмоциях. Современная цивилизация – это эпоха специализированных знаний. Технический прогресс отодвигает музыку на задний план. Но развитие человечества возможно только путем человечности, на которую способно только искусство. Мама,